Здравствуйте. Добрый вечер, Зульфия. Мы вас ждем. Вы нас тоже? Да, вот мы уже зашли. Прям все, прям вовремя. Как ваше Так, настроение? Как работа? ну, настроение ниже среднего. Так как ситуация в стране, конечно, тревожная. Больные звонят, все звонят. И, в общем-то, сами вы знаете, что, к сожалению, у нас пациентов много, и умирают люди, и проблемы есть, конечно. Мгм. И многие проблемы обусловлены тем, что недостаточно информации, люди не все знают, делают иногда не то, что надо, и этим самым они ухудшают свое состояние. Да? И Да, к вот сожалению. мне предложили, я решил выступить здесь и узнать того, что интересует, но перед этим я хотел бы показать небольшую презентацию, а потом, если Да, что, было бы вопрос. супер. Ну, давайте тогда потихонечку все начнем с самого начала. Мгм. Так, вот здесь вот я подготовил небольшую презентацию. Так, все показывает, Да, все да? показать. Давайте-ка следующий слайд, да? М, Чуть выше нам можно поднять видео? Камера. Ага. Даже экран поближе видит. чуть-чуть можно. Так, сейчас. Мгм. Да, отлично. Чуть выше, чуть-чуть выше. Ага, что нужно знать про пациентам? Все, все. Ну вот эта первая страница. Так, вам видно, да? Ну вот Видно. здесь я хотел бы сказать вообще, что такое вообще COVID-19. Вот COVID-19 мы сегодня имеем в виду коронавирусную инфекцию. Это острое инфекционное заболевание, которое вызывается коронавирусом SARS-CoV-2, присвоили ему такое название. Заболевание может протекать в различных вариантах, от самого бессимптомного и легкого состояния до тяжелых случаев, которые иногда заканчиваются, к сожалению, смертельным исходом. Характеризуется оно тем, что поражается органы дыхания в первую очередь, система свертывания крови, но может вовлекаться и много других органов и систем. Ну, вот здесь вот на картинке показано, как вирус попадает к нам в органы дыхания. Он попадает воздушно-капельным путем и проникает в клетки дыхательных путей, клетки желудочно-кишечного тракта. Собственно говоря, вирус это такая частичка, которая не имеет, собственно, никаких структур для того, чтобы воспроизводить себя. И чтобы вирус начал размножаться, он должен обязательно зайти в клетку человеческую или животное. И уже внутри клетки он использует все структуры клетки хозяина и начинает размножаться. Ну, а размножаясь, потом он опять делится и, значит, вот так вот выходит в ткани и постепенно заражает весь организм. Ну и во время этого он выделяет токсические вещества, он вызывает повреждение тканей, он вызывает воспалительную реакцию. И со стороны легких это чисто клинически проявляется в виде пневмонии. Ну вот давайте, наверное, следующий слайд. Вот здесь я коротко хотел бы отметить, что вот человек попадает в организм, и до развития симптомов проходит инкубационный период, период, когда нет еще никаких симптомов, да? Он варьирует, вот как видите, от 1 до 14 дней, но в среднем составляет около 5 дней. И вот после инкубационного периода начинается сама клиническая картина, которая у части пациентов, в общем-то, проходит без симптомов. То есть
они ничего не чувствуют, но в то же время вирус у них в организме, он распространяется, и они являются заразными для других. У 50-55% развиваются симптомы, похожие на острую респираторную вирусную инфекцию. Но я думаю, даже об этом, наверное, не надо объяснять. Вы все примерно знаете, все вы переносите вы несколько раз в год. Это когда у вас повышается температура, когда боли в мышцах, когда слабость, утомляемость. Ну, у кого-то сильнее кашель, у кого-то сильнее насморк. Вот такое недомогание, которое обычно проходит за 2-3 дня. Но вот при коронавирусной инфекции это состояние затягивается иногда до 5-7 дней, и постепенно большая часть пациентов выздоравливает. Таким образом, вот можно сказать, что 30% без симптомов плюс 50-55% пациентов переносят легкую форму в виде острой вирусной инфекции. Но у части пациентов, это примерно 10-15% лиц, все-таки на 6-7 дни симптомы не проходят вирусной инфекции. Наоборот, кашель может усилиться, может присоединиться одышка. Если в этот момент провести обследование, скажем, рентгенологически, оно может подтвердить, что развилась пневмония, да, воспалительное явление в дыхательных путях. И вот такое состояние вот примерно развивается у 10-15% лиц. В целом, эти больные, конечно, уже нуждаются в более в таком активном лечении, но большая часть из них тоже через лиц. У них течение болезни переходит в тяжелое, у них развивается явление дыхательной недостаточности, вот у них снижается сатурация кислорода, увеличивается частота дыхания, могут развиться еще осложнения в виде респираторного дистресс-синдрома, вот мы сокращенно ОРДС называем, да? Сепсис и явление полиорганной недостаточности. Таким образом, видите, как мы уже говорили, симптоматика может быть очень разной, но запомним, что большая часть пациентов, это примерно 80-85%, переносит это заболевание легко, и где-то в течение 5-7 дней они выздоравливают. Но у какой-то части все-таки присоединяется явление пневмонии, ну и совсем уже у небольшой части развиваются различные осложнения. Да? Вот здесь вот показан график, где показано, когда развиваются основные симптомы уже легочные. Вот показано, что примерно на 7-й день после начала человека приходится госпитализировать, вот развивается одышка на 8-й день и различные осложнения. И в этот период он занимает примерно от 7 до 6, 8, 10 дня. Да? То есть вот если посмотрите вот здесь, вот на шкале времени, мы показали это как переломный период. Переломный период, когда вот нужно внимание и пациента, и врача, да? Или большей части болезнь легкая, и к этому моменту все симптомы проходят, или наоборот в этот период симптомы усиливаются, и тогда нужно уже, конечно, более серьезное отношение, и некоторым пациентам нужна госпитализация. Да? Ну, давайте, наверное, следующий слайд. Вот здесь вот я хотел бы, ну, наверное, сложный слайд, но вот многие из вас спрашивают, да, вот когда и как мы можем диагностировать заболевание. Вообще-то мы должны выявить вирус. Вирус выявляется, вот называется ПЦР-тестом. Так вот, этот ПЦР-тест, видите, он будет положительным только с момента начала клинических симптомов. И примерно 2-3 недели до этого он обычно не выявляется. После этого он тоже уже не выявляется. Вот почему иногда бывает, вот говорят, а мне сделали, а у меня отрицательный был.
а потом, наоборот, у меня был отрицательный, а стал положительный. Это все вот связано с этим временем. Ну и, к сожалению, надо отметить, у нас качество этих ПЦР-тестов достаточно низкое, и поэтому сегодня все специалисты говорят о том, что очень много ложноположительных и ложноотрицательных результатов. Поэтому сегодня мы рекомендуем, чтобы диагноз устанавливали не только по данным ПЦР-теста, но и в целом по клинике, по данным инструментальных, лабораторных и других исследований. Ну, что бы хотелось сказать, что вот вирус попадает в организм, он начинает размножаться, и организм в ответ начинает бороться, развивается защитные механизмы, включаются иммунные, и начинает вырабатываться антитела. Вот здесь вот линия, вот видно тут зеленым цветом и сиреневым цветом. Вот сиреневым цветом как начинает вырабатываться антитела класса М. Это антитела быстрого реагирования, они появляются, видите, в первой неделе. Если мощный ответ, то человек выздоровеет. Если не очень, то вот болезнь продолжается, и эти иммуноглобулин М, он где-то в 5-6 неделе уменьшается, но зато начинает вырабатываться иммуноглобулин класса G, который уже обеспечивает длительный, да, иммунитет. Вот здесь вы видите зеленое, и он, видите, достаточно высокий, да? Но он в целом это более длительный иммунитет, но, к сожалению, на сегодня данных нет, насколько он вообще стойкий, насколько он будет длительный. Пока вот эти данные только накапливаются. Ну, вот эта схема показывает примерно, как реагирует организм, как вырабатывается эти антитела. Да? Ну, давайте по следующий слайд. Что хотелось бы отметить, что, к сожалению, вот все больше данных, которые показывают, что болезнь довольно оставляет большой след, и эти симптомы могут держаться долго. Вот здесь вот показано количество симптомов, которые беспокоили пациентов через 2 месяца после начала заболевания. Да, это вот буквально недавняя работа, или опубликована. И вот показано, что через 2 месяца после начала болезни все-таки у 90% пациентов отмечались от 1 до 5 симптомов. То есть их продолжали беспокоить в первую очередь слабость, одышка, вот боли, боли в грудной клетке, кашель, потеря вкуса, потеря обоняния и другие симптомы, что требует, чтобы даже человек, который выздоравливает, все-таки у него остаются остаточные явления, которые требуют реабилитации. Да? Необходимо продолжать некоторые мероприятия, которые должны, в общем-то, привести человека к здоровью. Ну вот, давайте, наверное, дальше тогда. Я хочу сейчас чуть подробнее рассказать, как же мы, какие случаи заболевания. Мы выделяем сегодня несколько случаев, так сказать, самой этой болезни, чтобы, наверное, вот было понятно. Вот подтвержденный случай коронавирусной инфекции, это когда у нас есть положительный тест ПЦР, да? Но, как мы уже сказали, во многих случаях этот тест или отрицателен, или даже мы просто его не можем сделать, потому что, к сожалению, у нас недостаточно ресурсов было, и в целом у нас мало проводится этих исследований, не считая того, что еще они по качеству не всегда хорошие. Поэтому у нас подтвержденных, наверное, диагнозов коронавирусной инфекции относительно немного. А вот другие пациенты, у которых такая же клиника идет, симптомы, периодически мы получили данные, анализы изменены, но ПЦР отрицательный. Вот сегодня по рекомендации ВОЗ тоже должен устанавливаться диагноз коронавирусной инфекции, но он является вероятным. Да? Но тем не менее Всемирная организация здравоохранения рекомендует устанавливать именно коронавирусную инфекцию, потому что это очень важное значение имеет как с лечебной точки зрения, и самое главное с точки зрения эпидемиологической. Если человек знает, что все-таки у него коронавирусная инфекция, то он уже должен принимать меры по
самоизоляции. И вот те простые, в общем-то, меры по эпидрежиму, которые предупреждают распространение болезни. Да? И вот у нас в Кыргызстане получилось так, что мы хотели как лучше, чтобы точно у нас диагноз был, и с самого начала мы диагноз коронавирусной инфекции ставили только тем, у кого был ПЦР положительный. У всех, у кого он был отрицательный, мы отстали, говорили, да, у вас ничего страшного, у вас простая пневмония. Ну, а люди, они шли в народ, они контактировали. Самое главное, им говорили, да, у вас пневмония простая, внебольничная. Ну и каждый, в общем-то, ничего не думая, ходил в гости, устраивали вечеринки и так далее. Вот результат, к чему привело у нас в стране в последующем. Да? Ну, давайте-ка следующий слайд. Сегодня мы еще подразделяем, как я уже сказал, по тяжести. Но если чуть подробнее, чтобы вы знали, значит, бессимптомная форма. Когда вообще у человека нет никаких симптомов, но у него по каким-то причинам сделали ПЦР-тест, и он оказался положительным. Легкая степень, как мы уже сказали, это клиника острой вирусной инфекции. То есть это чаще всего температура, слабость, утомляемость, иногда боли в мышцах, боли в грудной клетке, чуть-чуть кашель, чуть-чуть насморк и так далее. Вот наиболее таким симптомом, характерным для коронавирусной инфекции, считается потеря вкуса и обоняния. Но при легкой степени тяжести нет никаких признаков пневмонии. Если появляются признаки пневмонии, которые подтверждаются рентгенологически на компьютерной томографии, то мы должны уже устанавливать среднюю степень тяжести. Но при средней степени тяжести нет явлений дыхательной недостаточности. В принципе, легкие справляются с нагрузкой, и сатурация крови остается нормальной. Однако, если болезнь усиливается, если развивается одышка, если увеличивается частота дыхания выше 30 в минуту, если снижается сатурация крови, то это уже тяжелая степень, которая требует, конечно, госпитализации пациента. Но, как мы уже говорили, это относительно небольшая часть, это примерно 10-15%. Да? Ну и, к сожалению, у 2-3% больных вот может развиться крайне тяжелая степень, когда развивается осложнение, которые, в общем-то, довольно тяжело лечить, они требуют специальных подходов, в том числе пребывания в личных палатах интенсивных. Вот самое важное, еще раз хотел подчеркнуть, что все-таки почти 80-90% пациентов, у них болезнь протекает бессимптомной, легкой или средней степени тяжести, которая на сегодня даже не требует госпитализации, но все-таки необходимы определенные мероприятия. Да? Ну, давайте вот на них остановимся, наверное, дальше посмотрим. Ну вот, как я уже сказал, бессимптомная, легкая и средняя степень тяжести сегодня может лечиться в условиях первичного звена, на дому, а тяжелая и крайне тяжелая необходимо госпитализировать. Вот у нас ошибка вначале произошла, что всех, у кого ПЦР был положительный, всех ложили, хотя там даже симптомов не было. И вот после этого у некоторых пациентов среди грудок пошел разговор. Да? Оказывается, знаете, коронавирус вообще ничего у него не болит, ничего нет, его заставляют лекарства пить и так далее. Вот это было неправильно. Ну, а наоборот, тех, которые ПЦР отрицательные, их отпускали домой, хотя, может, у них и были и симптомы, и даже, как вы знаете, в конце концов, они просто стали умирать дома, ну, им ставили диагноз пневмонии. И вот это сегодня, конечно, очень важно, что все-таки легкие и средней степени можно лечить дома, но главное обеспечить необходимые условия. Так, дальше. Как мы диагностируем болезнь в целом? В принципе, легкое течение, бессимптомное течение. Тут даже нет необходимости делать дополнительное исследование. Сегодня показано, что в этой фазе большинство исследований, они не информативные, они чаще всего путают врача. И поэтому по нашему протоколу
лабораторно-функциональные исследования в этот период не показывают. Очень важно просто контролировать симптомы, вести дневник или так называемый чек-лист и со своим семейным врачом ежедневно его обсуждать. Симптомы, какие появляются, какие исчезают. И, как мы уже сказали, у большинства пациентов симптомы обычно исчезают от к 5-6-7 дню. Если же они не исчезают, если явление кашля развивается, усиливается и так далее, то вот тогда уже показаны дополнительные исследования. Ну, во-первых, рентген-исследование, чтобы подтвердить пневмонию, общий анализ крови, вот показатели свертывающей системы и показатели димеров, которые показывают, насколько организм предрасположен к развитию тромбоза. Вот показано, что вирус, к сожалению, повреждает сосуды, влияет на свертывающую систему и предрасполагает к развитию мелких тромбов. Да? Ну и еще два исследования. Это прокальцитонин, который помогает сегодня уточнить, есть ли бактериальное воспаление, которое требует антибактериальной терапии. C-реактивный белок – это тоже показатель, который увеличивается при воспалительных реакциях и который помогает врачу судить о выраженности процесса. Вот эти исследования сегодня мы рекомендуем при необходимости, назначаются только вот 6, 7, 8 и так далее болезни. Вот то, что наши пациенты многие бросились в лаборатории, и все подряд делают компьютер-томограмму, это неправильно, потому что у многих из них результаты недостоверные, а из-за того, что везде очереди, к сожалению, пациенты с тяжелым течением уже не могут пройти обследование, понимаете, да? Поэтому я хотел призвать вот всех, пожалуйста, начальные стадии. Если у вас легкое течение, то пока вам никаких исследований не нужно делать. Ну и дальше, если, конечно, возникает осложнение, в таких случаях пациент уже должен быть госпитализирован, и там все обследования, какие нужны в целом. Так, ну, давайте следующий слайд. Вот здесь я хотел бы коротко остановиться на том, как же мы лечим легкое течение болезни. Потому что, как мы уже сказали, это почти у большей части пациентов такая история. И большую часть программы лечения они могут выполнять много. Да? Какие основные пункты? Ну вот, первое, это гидратация организма, то есть восполнение потерь жидкости. Для этого нужно просто побольше пить жидкости. Пожалуйста, чай, компот, все, что вы любите, в жидком виде принимайте примерно до 2-3 литров в день. Если есть боли в горле, то можно проводить различные полоскания, применять антисептические спреи, постилки и так далее. Ну и основным, наверное, лечением в этот период является жаропонижающая терапия, но для нее тоже есть некоторые особенности. Какие препараты мы рекомендуем? Это препараты парацетамол или ибупрофен. Но, в принципе, вы все почти знаете эти препараты, соответствующие возрастной дозировке мы их применяем, чтобы снизить температуру. Но вот здесь хотелось бы отметить, что мы не должны снижать температуру до нормы. Я чуть позже остановлюсь. Вообще, почему температура, вообще какая она должна быть. Следующий пункт – это антиагрегантная терапия. Это терапия, направленная на разжижение крови. Ну, это у нас самый простой препарат, аспирин, который принимается в дозах 75-150 мг один раз в день вечером. Ну и вы, многие из вас знаете, что есть таблетки, которые содержат аспирин, но специально выпускаемые для пациентов сердечно-сосудистых, таких как тромбоаз, тромбопол. Еще там есть такие препараты, кардиомин и так далее. Ну и вот, я думаю, самое важное, наверное, в этой фазе – это дыхательная гимнастика, это диафрагмальное дыхание в так называемой пранальной позиции. Я чуть позже остановлюсь, что такое.
Да? Ну и, как мы уже говорили, вот очень важно ведение чек-листа или дневника, где мы должны регистрировать основные симптомы, давление, частоту дыхания, температуру. И вот по этим симптомам связываться с семейным врачом и обсуждать ситуацию. Да? В большинстве случаев постепенно симптомы проходят, и, как мы уже сказали, к пятому-седьмому дню люди выздоравливают. Вот мы хотели бы подчеркнуть, что нельзя делать в этот период. Вот, к сожалению, у нас много пациентов с первых дней начинают принимать антибиотики. Они уже и к врачу не идут, они идут сами в аптеку, требуют антибиотики, причем вот некоторые из них уже самые последние антибиотики, мощные и те, которые нужны только в осложненных случаях, начинают применять. Применяют другие препараты, которые мы относим к недоказанным. Это такие препараты, как орбидол, эргоферон, инговерин и так далее, и так далее. Но если вам видно, я думаю, без всего этого. Да? И еще что не надо назначать. Не надо назначать дексаметазон, гормональные препараты, различные смеси, илуфилин, осельтамивир. Осельтамивир – это противогриппозный препарат. Ну, раз это коронавирусная инфекция, на него осельтамивир не действует. Конечно, может быть, зимний период, когда будет грипп идти параллельно, он еще пригодится. Но сейчас он не нужен. Давайте к следующий слайд. Почему же это все не нужно? Вот дело в том, что все эти препараты не действуют на вирус фактически, именно на коронавирус. Но кроме того, что антибиотики, понятно, они действуют на бактерии, на вирусы они не действуют. Но они не действуют на вирусы, но зато они вызывают побочные эффекты, они вызывают подавление иммунитета, и они мешают, собственно говоря, организму бороться с этой инфекцией. Понимаете? То есть, принимая с первых дней антибиотики, причем в мощных дозах, мы просто подавляем свои защитные механизмы, мы повреждаем печень, и все это потом, наоборот, переводит легкую болезнь, утяжеляет ее течение. Такие препараты на сегодня, как ингаверин, мы говорили, эргоферон и другие, никто не доказал, что они действуют на коронавирус. Но они тоже имеют побочный эффект. И то же самое можно сказать о различных иммуномодуляторах, о которых много пишется в прессе, рекламы есть, что все эти препараты неэффективны, они обладают побочными эффектами. Но вот препараты, которые относятся к иммуномодуляторам, сегодня еще предполагает, что они как раз вот вызывают тот цитокиновый шторм, выброс воспалительных веществ, который резко усиливает болезнь и как раз вызывает осложнение. Да? Поэтому сегодня мы призываем вас, пожалуйста, при легком течении эти все препараты не Если повышается температура, только тогда жаропонижающий. Так, давайте-ка дальше еще несколько. Я хотел вот насчет температуры сказать. Вот сегодня очень много пациентов звонят и, ой, вы знаете, вот у меня 37, все, вот мне плохо, вот я вообще, как мне сбить эту температуру? Вот хотелось бы отметить, что вообще температура тела человека – это вариабельный показатель. И многое зависит, во-первых, как вы измерите, где вы измерите, когда вы измерите. Да? И вот посмотрите, вот нормальная температура тела. Если мы будем измерять, так называемая центральная температура, она измеряется от прямой кишки, ректальная. Видите, она в норме колеблется от 36 до 38. То есть, если мы измеряем прямой кишке, то и 38 это норма. Но если вот обычно мы измеряем подмышкой, тут тоже, видите, от 37,4 до 37,3 колебаний могут быть. И так далее. То есть температура, вот что показывает. В течение дня у нас ночью температура снижается, утром она
вернее, вот утром она как раз снижается, а примерно днем к вечеру бывает повышение, да? И вот это как бы циклически так повторяется. И если утром она была низкой, то к вечеру чаще всего повышается и так далее. Но дело в том, что температура еще, у нее есть и особенности, вот, например, у детей, у взрослых она может различаться. У детей она, видите, вообще колеблется в больших пределах, потому что у них терморегуляция еще не установилась у крупных детей, да? И поэтому они очень зависят, если вы их хорошенько завернете, укроете, тогда они перегреются. Если вы, наоборот, откроете их открыто, они охладятся, и температура будет колебаться. Такие же колебания у пожилых людей, они уже снижаются, видите, градация. Да? Но, тем не менее, тоже в норме температура вот во всех возрастных группах может достигать 37,5, 38 и так далее. Ну, вот женщины хорошо знают, что у них, например, температура вообще связана с циклом. И даже на этом, на измерении температуры в процессе цикла они могут регулировать, так сказать, свои, как это говорят, красные дни, красные дни и так далее. Да? И таким образом запомним, что вообще-то говоря, температура до 37,5, в общем-то, это нормальная температура. И не надо паниковать, когда у вас только 37, уже бежать и уже делать все анализы, занимать очереди на компьютер-томографию и так далее. Ну и дальше, давайте следующий слайд. Вот у нас ситуация бывает, вот что такое тепловой удар? Наверное, вы все знаете, а у нас это бывает солнечный удар. И вот при этом, когда внешняя температура очень высокая, длительное время, ну, естественно, вот у нас сегодня, например, днем на жаре человек может постоять 2-3 часа, так у него температура может вообще вот доходить до 39-40, понимаете? Вплоть до того, что человек теряет сознание и так далее. Да? И поэтому, вот, учитывая, что у нас действительно жаркий климат, и надо об этом помнить. Да? Вот тепловые удары, даже в обычной жизни иногда бывает, вот любители попариться, да, как залез в парилку полчаса, а потом его и полуживого выносят. Если вы его измерить температуру, то у него точно где-то около 40. Да? Поэтому все эти вещи вот имейте в виду, что повышение температуры, ну, может быть при различных ситуациях, и когда с ним надо бороться. Давайте-ка вот следующий слайд. Значит, что такое вообще лихорадка? В общем, с вами мы договорились, да, что лихорадка – это повышение температуры выше 37,5. Но мы выделяем субфебрильную температуру. Вот 37,2, 37,9 – это будет субфебрильная. Фебрильная выше 38 до 39. Ну, а выше 39 – это периотическая и гиперпериотическая. И вот сегодня показано, что лихорадка – это очень важный показатель борьбы организма с микробами. Это как раз, наверное, главный механизм борьбы с инфекциями, как раз когда не было у нас ни антибиотиков, ни других лекарств, это был главный фактор. Именно повышение температуры приводит к тому, что активируется фагоцитоз, стимулируется выработка антител, активизируются макрофаги, вот Т и П, лимфоциты, наши клетки иммунитета, да, усиливается синтез интерферона, антител и так далее, и повышается активность других защитных механизмов. Поэтому, если мы сбиваем температуру, то, соответственно, мы просто сбиваем все эти защитные механизмы. И поэтому сегодня у нас рекомендация такая, что если температура до 38, если состояние человека удовлетворительно, если он ее нормально переносит, то ее не надо сбивать. Пусть она так и поддерживается, и пусть организм борется, пусть вырабатываются антитела и другие защитные механизмы. Но, конечно, если температура начинает превышать 38,5, 39, то ее необходимо снижать, но не до 36, а вот все-таки, чтобы поддерживалось, да, 37,5, 38. То есть мы должны вот этот защитный естественный механизм не блокировать полностью. Он должен быть, но не настолько, чтобы вызывать повреждения.
И вот это вот очень важно, потому что наши многие пациенты, ну я говорю, они уже 37 некоторые считают, болезнь начинают пить эту все. Все-таки организм борется, и нам нужно ему помогать, и нужно температуру повысить, не спивать. Ну и вот хотелось бы сказать несколько слов о дыхании, дыхательной гимнастике. Вот один из вариантов дыхания – это диафрагмальное дыхание. Ну вот здесь вот, я думаю, такое упражнение вы все помните, если вот лежа, а можно это и сидя, просим живот выпячивать, втягивать. И вот когда вы втягиваете и выпячиваете живот, вот смотрите, диафрагма, она опускается, поднимается, и вот нижние отделы легких вот здесь вот хорошо вентилируются. Вот нужно, чтобы все отделы легких хорошо вентилировались, и тогда у нас защитные механизмы работают, кислород поступает, и, в общем-то, болезнь не прогрессирует. Да? Вот следующий слайд, еще одно упражнение. Это вот так называемая композиция или дыхание в положении на животе. Ну, вот здесь это результаты научной статьи, но вот что хотелось бы сказать. Вот здесь вот это показатели сатурации крови, да, содержание крови в положении на спине. Вот больному говорят, пожалуйста, ложимся на живот и продолжаем дышать. И что вы видите? А вы видите, что у всех пациентов фактически сатурация повышается. Причем, смотрите, вот у этого пациента, так она вообще с 70 поднялась до чуть ли не 97, 8 и так далее. Да? То есть, само по себе дыхание положение на животе, оно включает дополнительные пространства, вот улучшается вентиляция задних отделов, и уровень кислорода повышается. Ну давайте-ка следующий слайд. Вот таких статей сейчас очень много вышло, это буквально вот майская статья этого года. Именно коронавирус заставил всех изучать, как мы можем помочь. И вот здесь вот смотрите, интересная статья о чем. Тоже вот взяли там где-то около 10 человек, и это на спине, это перевели решать в положении лежа на животе, и потом обратно. Да? И вот что выясняется, что все-таки у кого-то кислород хорошо повышается, да? У кого-то он не очень хорошо повышается. У кого-то после перехода обратно возвращается, а у кого-то он сохраняется все-таки повышенным. И вот выделили людей, которые назвали респондер – это ответчик, а нон-респондер – это не ответчик, да? То есть у него кислород не повысился. Ну почему это оказалось? Оказалось, что не все пациенты, во-первых, могут лежать на животе. Ну, я думаю, всем понятно, да, кто не может лежать на животе. А, конечно, те не могут, у кого животик, так скажем, не маленький. Но даже те, которые полежали на животе, тоже не у всех отреагировала ситуация. Да? Оказалось, что все-таки пациенту надо лежать удобно, чтобы у него могла вентиляция поддерживаться. И как это надо сделать? Вот следующий слайд покажите, тут, по-моему, рисунок мы дали. Вот пациента надо удобно положить. У него не должно быть давления на живот, чтобы не было компрессии внутренних органов, сосудов брюшной полости, из-за чего ему тяжело дышать и так далее. Для этого мы подкладываем под плечевой пояс, под тазовый пояс, под колени можно подложить, чтобы не было потертости. Или вот такой валик, или подушки. Ну, пожалуйста, что у вас есть. Ну, то есть человек должен принять удобное положение. У него не должно быть давления как органов брюшной полости, так и других мест. Вот нужно удобно положить руки, потому что если неудобно, то не бритый потом. Конечно, под лицо надо, видите, положить такую круглую, так сказать, кольцо мягкое, помните, это есть для того, чтобы спать, кольцо, да? Ну, то есть не должно быть переразгибания шеи, и вот такая мягкая подставка, она предупреждает различные травмы носа, глаз и так далее. И так далее. То есть
человеку нужно создать удобное положение, и вот в таком положении он, если будет дышать, то, как мы уже видели, исследование подтверждает, что на 5-10% сатурация повышается без всяких кислородных концентратов. Да? И это связано с тем, что включается дополнительные... Вот у нас большая часть вентиляции, она как раз в задних отделах. Да? Когда человек лежит на спине, эти отделы все придавлены, сдавлены, не вентилируются, а когда он переходит в положение лежа на животе, вот, начинается вентиляция, и поэтому самое главное, как мы уже сказали, вот, в первой фазе, это чтобы легкое дышало, все отделы постоянно вентилировались. Вот надо менять положение на одном боку, на другом боку, на спине полежал, на животе полежал, сидя посидел, диафрагмальное дыхание поделал. И вот это все предупреждает прогрессирование и, наоборот, способствует работе защитных механизмов. Да? Ну, фактически, вот, наверное, как бы основное все, что надо делать при легком течении. Ну, давайте-ка следующий слайд. Вот здесь еще, может, что такое чек-лист. Ну, нам бы, наверное, надо его распечатать, что ли. Ну, это лист, где вот вы меряете температуру, да, частоту пульса, частоту дыхания, вот как у вас беспокоит там кашель, температура, одышка и так далее в баллах. И что вы делали? Лежали на животе, пили жидкости, делали диафрагмальное дыхание. Ну, когда понадобилось, приняли там аспирин, фен и так далее. И если вы правильно ведете дневник, то вы сами уже видите, что симптомы у вас вот вчера было на 5 баллов, а сегодня уже на 4 балла, да? На 3 балла. И таким образом четко можно проследить. Ситуация улучшается или наоборот, она наоборот усиливается. И тогда уже и врачу будет легко сказать, что же мы будем делать дальше. Да? Как мы уже сказали, особенно важно это начать жесткий контроль, который начиная с 5-6 дня. Ну что ж, в целом вот такая, наверное, ситуация. И если все правильно делается, то, как мы уже сказали, 85% пациентов должны на этом выздороветь. Так, ну давайте-ка следующий слайд покажем. Ну все, я на этом, наверное, закончу, потому что, во-первых, и времени, мне кажется, можно поговорить. Нурлан Нургазиевич, спасибо большое. Очень Короче, все доступная была берегите себя, презентация. не болейте. Хорошо, но если есть вопросы, то, пожалуйста, я постараюсь ответить. Обязательно. У меня очень много вопросов. Кстати, Я этой думаю, презентацией вы дали веру, что, в принципе, все нормально, все скоро будет хорошо, скоро мы все выздоровеем. Вот. Так вот, да, вопрос. вот я бы хотел сказать, что действительно мы сегодня и лекции, и люди сейчас поняли, что многое зависит от них. Я думаю, они больше выполняют правила. И, по крайней мере, последние несколько дней у нас заболеваемость и смертность снижается, и будем надеяться, это будет продолжаться, и скоро мы все-таки справимся с этой коронавирусной инфекцией. Да? Обязательно, я верю. Так, давайте тогда к вопросам перейдем. И первый вопрос – это возможно ли повторно заразиться коронавирусом? Вот сегодня этот вопрос очень дискутабельный, потому что не очень ясно, вот как вырабатывается этот иммунитет и насколько он стойкий. Но большинство ученых считает, что если человек переболел, у него развился иммунитет, и этот иммунитет держится, то он не должен заболеть. Да? Но данных пока мало, сейчас они накапливаются, и, наверное, мы только через год-два будем точно знать, действительно, какой иммунитет, насколько он напряженный, стойкий, насколько он длительный и так далее. Сегодня вот в некоторых публикациях говорится, что вот кто-то повторно заразился, повторно заболел, но многие пока это отрицают, потому что считается, что все-таки пока это связано с ошибками в тестировании, о чем я уже говорил. К сожалению, у нас очень много ложноположительных, ложноотрицательных результатов, и из-за этого вот у кого-то бывает, что вроде было отрицательное
переболел, а потом у него возникло положительное и так далее, и так далее. Так что пока основной вопрос, что повторно заболеть нельзя. Но время покажет. Хорошо. Следующий вопрос. Что делать, если у меня были тесные контакты с человеком, инфицированным именно коронавирусом? Ну, видите, если у вас были тесные контакты с человеком, который уже больным был точно коронавирусной инфекцией, вы должны соблюдать все правила режима, максимально постараться самоизолироваться, носить маску, руки мыть, стараться обеспечить эту социальную дистанцию и так далее, и так далее. То есть вы должны условно считать себя больным и постараться уже не заражать всех своих окружающих, ну, в первую очередь, иметь семью, да? Угу. И следить за своим состоянием. Значит, пройдет инкубационный период, у вас могут появиться симптомы, но могут и не появиться, да? Но все равно 14 дней желательно вот этот срок соблюдать самоизоляцию, чтобы предохранить своих окружающих и не заражать. Хорошо. Дальше. У кого чаще всего развивается пневмония и почему? Ну, знаете, наверное, об этом, если бы все мы точно знали, то ну, заранее, как говорится, Ну, как вы думаете, вот это, ваше видите, мнение? конечно, есть какие-то сопутствующие состояния, да, но сегодня что точно известно? Точно известно, что у пожилых старше 60-70 лет риск выше. Риск вообще пневмонии и риск перехода в осложнение, к сожалению. Да? И наоборот, у Мгм. молодых риск вроде минимальный. Хотя тоже бывает. Да? Следующее, конечно, вот, наверное, многое зависит от ситуации в целом с иммунитетом. Ну, есть крепкие люди, есть не очень, есть у кого-то иммунитет. Но это мы не всегда можем тоже точно оценить. Да? И с этой точки зрения, вот если развивается легкое течение, вот эти симптомы вирусной инфекции, вот почему чек-лист надо вести, чтобы вот, ведя дневник, наблюдая за своей симптоматикой, чтобы вовремя все-таки заметить, что да, что-то у нас затягивается, чуть-чуть ухудшается, вот, наверное, все-таки переход к пневмонии, связывается с врачом, и вот тогда уже это где-то на 6-7 день как бы более-менее проявляется. Да? И вот именно, чтобы это не пропустить, вот этот чек-лист желательно вести и внимательно отслеживать именно уже где-то 6-7 день начала болезни. Да, и молодым не заражать наших родителей, потому что больше всего боишься за именно бабушек, дедушек, мам, пап. Ну, в общем-то, сегодня желательно, чтобы молодой, пожилой, все носили. В общем-то, сегодня мы должны подходить с точки зрения того, что все мы являемся источником, и чтобы предупредить дальнейшее заражение, вот почему мы говорим, пожалуйста, носите маску, мойте руки, не надо обниматься, целоваться при каждой встрече, пожалуйста, социальная дистанция. Ну и самые такие простые меры дома дезинфицировать все открытые поверхности. Ну, самая сложная ситуация, наверное, когда дома есть пациент, больной уже, а у вас там помещений недостаточно. Если есть возможность, конечно, его надо изолировать в отдельную комнату, отдельно посуда, отдельная комната и так далее. Но если этого нет, то, конечно, нужно максимально вот эти все меры снижения контакта. Да? Мгм. Такой интересный вопрос. Можно ли заразиться ковид от домашних животных? Ну, нет, еще никто не доказал, что домашний животные. Вообще, откуда этот ковид появился, в принципе, вот я не говорил об этом, что у нас коронавирусы, вообще это их очень много. Их 4 семейства есть, А, Б, С, Д, и в каждом семействе там несколько десятков. Так вот, коронавирусы, которые называют, извиняюсь,
Ребят, вы можете задать все свои вопросы сюда в комментарии, и самые интересные мы озвучим. И, значит, показано, что вот этих коронавирусов много разных, но вот 4 вида, которые вызывают тяжелую патологию человека, и все эти коронавирусы в природе живут именно в живых существах, так как вирус не может жить в неживой природе, да? И показано, что это, знаете, как раз большая часть вот животные азиатского типа, которые в Китае, Вьетнам и так далее, там и обезьяны. Но летучие мыши, а потом такое животное есть, которое называется панголины, я, честно говоря, даже не видел, а это они где-то там в Китае. И вот как промежуточный хозяин панголины выступил, а от них уже к людям этот коронавирус перешел и, к сожалению, пошел распространяться, понравилось ему человеческое, так сказать, тело, и сейчас он победный пока идет. Так что от домашних животных нет, не заражать. Все, не ешьте кошек. Ну, если Так, вы ешьте, да. а можно узнать лично ваше мнение? Как вы думаете, когда закончится эта пандемия, вот точно, конкретно? И будет ли это способом, я не знаю, посредством вакцинации? Либо это просто мы все переболеем? Ну, знаете, я думаю, весь мир сейчас над этим думает, и никто, наверное, это сказать не сможет точно. Но какие прогнозы? Прогнозы, конечно, такие, что должна переболеть большая часть населения, но это считается где-то процентов 60-70. Вот у них должны развиться, образоваться антитела, появится вот этот коллективный иммунитет, и тогда болезнь потихонечку перейдет в такое контролируемое состояние. Да? Но что может помочь выработке антител, это вот если вакцины будут разработаны. Они уже разработаны, они уже изучаются, но там процесс длительный, и пока говорят, что, возможно, это к концу года или через год где-то появится, по крайней мере, у нас, наверное. Да? Ого. Мнения ученых расходятся. Кто-то говорит, что это может чуть раньше, кто-то говорит чуть позже. Но нам, наверное, надо подходить к тому, что все-таки этот вирус с нами уже останется, и все равно мы должны быть готовыми к нему, мы должны научиться соблюдать вот эти правила эпидемиологической безопасности. Ну, знаете, вот, конечно, нехорошо может такое говорить, что коронавирус оказался и полезным в некоторых отношениях. Ну, например, наши люди научились мыть руки, да? И вот сегодня, насколько я помню, статистика, например, у нас количество желудочно-кишечных инфекций в этом году намного меньше, оказывается. А почему? А потому что руки моем и так далее, и так далее. Да? Мы научились себя вести. Может быть, как раз нам надо вот эти, прекратить всякие вот эти посиделки по 500 тысяч человек собирать и так далее. Да? Денег нет, денег нет. Ну, как только той, так вообще там 1000 человек соберем, и там столько затрат. Так что в этом отношении, может быть, какие-то уроки из этой пандемии мы тоже вынесли. Но в любом случае мы должны на будущее это иметь в виду, и мы должны быть готовы не только вот так вот, а это должны готовы быть система здравоохранения. Врачей надо беречь и хорошо им выплачивать зарплату, да? Оборудование. То есть все это надо. И сами люди, чтобы все знали, как соблюдать правила. Мгм. Так, можно еще один вопросик? Так, температура. Это обязательный признак ковид? У моей дочки была слабость и диарея, боль в животе несколько дней без температуры, и у меня такая же симптоматика. Это коронавирус? Питались только дома, фрукты моем хорошо. Ну, вот я же как раз рассказывал про температуру. В принципе, у человека температура около 36,6, но она в норме чуть-чуть колеблется. И, как мы уже сказали, 30% лиц у них болезнь бессимптомная, то есть у них вообще никаких симптомов нет, и в том числе температуры. Да? Но есть люди, у которых, оказывается, действительно есть другие симптомы,
бывает, а температуры нет. Но в таких случаях врач должен оценить, все-таки, если это насморк, недомогание, боли в мышцах, иногда кашель чуть-чуть и так далее. Но в таких случаях все равно должны выставить диагноз вирусной инфекции. Но сейчас именно мы должны все равно думать, что это, возможно, коронавирусная инфекция, и человека, в общем-то, предупредить. Но самое основное, это вот правило самоизоляции. Все-таки человек должен знать, что, возможно, он болеет коронавирусной инфекцией, и чтобы не заразить окружающих, в своей же семье, чтобы не распространять заболевание, он должен с минус 14 дней вот соблюдать режим самоизоляции. Да? Ну и следить за собой получается. Если это в течение 5-7 дней проходит и так далее, то, вероятно, это все-таки была коронавирусная инфекция, легкое течение. Если это пройдет за 2-3 дня, то, возможно, это просто острая вирусная инфекция каким-то другим вирусом вызванная, и которая проходит, и вы выздоровеете. Но вот эти 5-6 дней, вот надо чек-лист вести и наблюдать за всем состоянием. Хорошо. Тогда напоследок один вопросик. Это как поднять наш иммунитет, вот чтобы вы нам повторили, чтобы мы запомнили, чтобы не заразиться коронавирусом и вообще просто перенести его, скорее всего. Ну, вот смотрите, мы же сказали, что чтобы не заразиться, самые простые несколько правил, это вот еще раз повторяю, это ношение маски, это мыть руки, это соблюдать дистанцию. То есть, в общем-то, действительно, самые простые советы, и просто их правильно выполнять, да, тщательно, правильно выполнять с кем надо. А вы же помните хорошо, что у нас и сегодня на улицах многие ходят. Ну, на улицах, если, конечно, там между вами 100 метров, это пожалуйста, но когда рядом, все равно у нас сегодня самая, наверное, большая проблема у нас, это вот проблема похорон, когда там сотни тысяч людей собираются тоже, и, в общем-то, там тоже не соблюдают этой самоизоляции. Во-вторых, просто нормально жить, вести здоровый образ жизни, правильно питаться, полноценное питание, надо отдыхать, надо высыпаться, да? Не надо утомляться, переутомляться. Вот, собственно говоря, когда у нас снижается иммунитет, это когда человек хронически перегружается, переутомляется и так далее. Ну, в принципе, как говорят, что, конечно, для профилактики можно там витамины попринимать, поливитамины, чтобы это, ну, в общем-то, доказательных данных никаких нет, что все это действительно помогает предотвратить эту болезнь. Так что основная, так сказать, рекомендация – вести здоровый образ жизни. Курящим надо бросить курить, кто злоупотребляет алкоголем, тоже, наверное, надо ограничить. Единственное, вот что я думаю, правильная еще рекомендация, это делать дыхательную гимнастику, физкультуры. Вот, как мы говорили, нужно вентилировать все легкое, понимаете, да? И вот это очень важно, потому что сегодня у нас у всех почти выраженная гиподинамия, мы вот так вот целый день сидим, вот так вот, да? И вот у нас сейчас вот, я не знаю, 1/10 часть вентиляции. Поэтому надо в течение дня человек, чтобы, особенно кто сидячий работает, вот так вот несколько раз встал, вот так вот, ну, разбравил дыхание свою клетку, подышал хорошенько. Вот даже вот такие простые упражнения, они вот как раз расширяют, понимаете, да, усиливают вентиляцию, расширяют. Вот как мы говорили, животом подышать, а если возможность есть, вообще на животе поспать и так далее, и так далее. И тогда, по идее, у вас, даже если возникнет коронавирус, он будет в легкой форме. Ну, короче, не болейте, давайте, все, кто заражаетесь, и будем надеяться, что совместно мы поборем коронавирус. Да, спасибо большое, Нурлан Нургазеевич, за очень полезную лекцию, информацию. Здесь очень многие подписчики вас благодарят. Я вас тоже благодарю. Было очень Ну, я очень приятная рад. информация. Всем было полезно. Еще раз, всем здоровья и не болейте, да? Вы тоже будьте всегда здоровы. Да, постараемся. Все, тогда на этом заканчиваем.
Да, Ну, спасибо да, большое. До свидания. всё, отлично.